Если вы помните, с участием первого президента еще Оскара Акаевича была принята национальная стратегия, которая называлась ИКТ для развития. И в ней одним из важных направлений была выделена цифровая экономика. Но, к сожалению, по разным причинам, мы пережили 2 революции и так далее, и это направление, важное направление, развитие цифровой экономики не получило в Кыргызстане, можно сказать, не получило развития. И я могу сказать и по сегодняшний день. Конечно, здесь мы должны отметить, что мы понимаем под цифровой экономикой. Значит, под цифровой экономикой можно по-разному понимать. Можно понимать производство средств компьютерной техники, можно программные средства понимать. Можно, конечно, в какой-то степени сюда включать и сектор услуг, который предоставляется с помощью цифровых технологий, например, банковские услуги. Но я считаю, что цифровая экономика в Кыргызстане, тем не менее, развивается на рыночных принципах, без специальной государственной программы. Для этого достаточно посмотреть на частный сектор. Частный сектор, например, банковский сектор, по существу сегодня является лидером в цифровизации продуктов и услуг. Мы можем также сказать о операторах связи, интернет-связи, мобильной связи. Они тоже развиваются, это тоже рыночный сектор и предоставляет большой пакет услуг. И, конечно, в части производства, так скажем, изделий, я имею в виду аппаратных, каких-то технических средств, мы, конечно, отстаем и, наверное, никогда не догоним передовые страны. Допустим, средств мобильной связи или компьютерной техники. Мы здесь не догоним, я думаю, тут это бесполезно. Кроме этого, я хотел бы сказать, что такой сектор разработки программных продуктов, он в Кыргызстане развивается, опять-таки без такой серьезной помощи и поддержки государства. Мы знаем, что есть у нас талантливые программисты, которые, находясь в Кыргызстане, разрабатывают программные продукты, которые дальше импортируются опять посредством информационных каналов куда-то за границу, экспортируются, можно так говорить. И этот сектор, он сам развивается сам по себе, поскольку есть на это большой спрос. Конечно, государство могло бы оказать определенную поддержку, предоставить какие-то преференции для развития вот этого сектора экономики.